С праздником, ребята! Передаю всем новогодний привет! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Несмотря на то, что школьные каникулы закончились, новогодняя «Гора новостей» продолжается. С новостями и событиями дня тебя познакомим мы, Риваль Сулейманов и Арина Буря. Мы на страже новостей и событий. Эти каникулы будут самыми снежными вместе с горой новостей. Закидаем вас не снежками, а новостями. Обрушим на вас циклон не из снежинок, а из самых волшебных сюжетов. Вспомним, чем удивил и порадовал нас год минувший, и выясним, что заготовил нам год наступивший. Будем зажигать, причем не только гирлянды на елке. Специально для горы новостей. Ну вот это теперь точно гора новостей. На календаре уже 10 января. Каникулы уж как-то быстро пролетают, но, к счастью, еще не совсем растаяли. Я тебя обрадую. В 19 веке у детей, обучающихся в школе, совсем не было каникул. Школьникам лишь давали отгул на время сбора урожая. Так что нам с тобой еще повезло. Я смотрю, ты очень оптимистично настроена. Ну, ладно. На днях Дед Мороз покинет свою уфимскую резиденцию. Салаты все съедены, но елка еще горит новогодними огнями. А это значит, что самое время волшебных новостей. Вот, многие ворчат, что в школу рано пришлось выйти, но зато еще новогоднее настроение у всех, и можно обменяться приятными подарочками друзьями. Как будто это все еще актуально. В дореволюционные годы в России начало учебного года отмечалось угощением каши из общего котла. Хорошо, что те времена посади. Я не очень люблю кашу. Вообще, праздники и еда нераздельно связаны в культуре любого народа мира. Во многих странах Новый год ассоциируется с печеньками. Да, наверное, помните про имбирных человечков и печеньки в виде домиков и елочек с корицей. Необычные торты становятся главной тенденцией современной новогодней выпечки. Кондитеры уделяют немало внимания особому новогоднему дизайну. А в нашей программе корреспонденты большое внимание уделяют сюжетам, и иногда они бывают кулинарными. Легендарная булочка-сосиска отмечает свое 156-летие. Немецкий пекарь и предположить не мог, что его наскоро приготовленное блюдо проживет века и будет любим на всех континентах планеты. Этот ходок необычный, он специальный для пикников. И чтобы он не развалился в контейнерах, мы мажем сначала соусами булку. Горчицу надо мазать побольше, мне так нравится. А если вам горчица не очень нравится, вы можете ее не ложить. Теперь мажем кетчуп. Приступаем к главному ингредиенту. Вы, наверное, спросите меня, зачем у меня на столе эти фрукты? Я вам скажу, для настроения. А здесь у меня на тарелке заранее нарезанные овощи и 2 вида сыра. Теперь берем помидоры. Как вы поняли, в приготовлении хот-догов я собаку не съела, но в поедании я точно спец. Радмила Садыкова, Рамазан Мусин. Специально для горы новостей. Интересный рецепт. А от нас зрители наверняка ждут интересных новостей. Так что не будем медлить. Сегодня мы говорим о лакомствах. Оставлять вкусняшки и игрушки под елкой на Новый год или просто радовать близких подарками берет свое начало в XI веке. Ну какой Новый год без сладкого сундучка, доверху наполненного конфетами и мягкой игрушкой? В немецком городе Кёльне ученики церковных школ получали сладкие дары в виде фруктов, конфет и вкусной выпечки. Со временем этот
традиция радовать малышей шагнула далеко за пределы Германии и стала популярна во всей Европе, где накануне этого праздника в домах стали развешивать специальные чулки или башмачки, в которых детишки потом и находили подарки. У нас место для подарков строго под елочкой. Не менее интересной была и традиция преподношения подарков детям в России. Она берет свое начало еще в 18 веке, когда наиболее желанным презентом для детей было получение расписных пряников. Сейчас пряниками никого не удивишь, но надо полагать, что когда конфет не было, любая сладость была в радость. С 19 века к сладким презентам, выпечке, конфетам, засахаренным фруктам и марципанам, которые получали дети в богатых семьях, добавились еще и игрушки. Не стала нарушать сложившуюся традицию и советская власть. Дети всех возрастов с нетерпением стали ожидать коробочки с разнообразными конфетами, шоколадными фигурками зверей из самого Деда Мороза, апельсинами, яблоками, мандаринами, которые родители накануне праздника приносили с работы. Время идет, а традиции сохраняются. Все потому, что она хорошая. Сейчас выбор новогодних подарков огромен и разнообразен, но все же, несмотря на обилие различных игрушек, как и много столетий назад, и мальчишки, и девчонки хотят получить в новогодние праздники еще и массу самых различных вкусностей. Но не стоит съедать все содержимое сундучка в кратчайший срок. А вот у меня встречный вопрос. А можно ли посмотреть целиком сериал за раз? Я думаю, этим тоже не стоит злоупотреблять. Зато за раз на одном дыхании можно посмотреть следующий сюжет. Я в окружении колбочек и мензурок. Мне только белого халата не хватает, но я решила его не надевать, а то запачкаю. Сейчас будем химичить без учебников и формул. В конце 17 века Исаак Ньютон определил, что быстро грести веслами гораздо тяжелее, нежели делать это медленно. Вода может быть одновременно жидкой и твердой. Так, мы берем миску и крахмал. На 2 части крахмала нужно 1 часть воды. Такая вот бутылочка. Наливаем половину до емкости. Вот примерно так. И вливаем все в крахмал. Теперь нужно это все размешать. Мне кажется, что чайная ложка, конечно, не справится, но мы попробуем. Ох. Размешивать приходится медленно, потому что быстро очень тяжело, почти невозможно. То есть вот, да, не получается. Быстренько приходится медленно. А вообще прямо детская радость, как будто мне 10 лет. Если не ньютоновскую жидкость сжимать, она будет твердой, даже ее вот так вот можно сломать. А если вот так вот отпустить, она начнет растекаться. Представляете, ее даже можно ударить кулаком. Оп. Сейчас мы будем создавать магию и оставлять тайные послания. Любителям детективов такое понравится. Лимонные чернила. Первым делом нам нужна половинка лимона. Режем. Нужно выдавить половинку лимона и добавить несколько капель воды. Дальше нужно добавить пару капель обычной воды. Нужно смешать лимонный сок и воду. Для письма мы возьмем ватную палочку. Сейчас надпись окончательно высохнет и ничего не будет видно. Вот, как я и сказала, совсем ничего не видно. Чтобы текст проявился, нужно нагреть его либо на лампочке, либо на свечке. Эффект волшебный, так можно тайно с кем-нибудь общаться. Главное, не сжечь квартиру. Хотите взрыв хорошего настроения и гору эмоций? Вулкан можно сделать на любой кухне и не обязательно портить мамину кастрюлю. Для начала нам нужно 2 чайные ложки соды. Дальше нам нужна бутылка с водой. И туда нужно добавить моющее средство, 1 ложку.
сказано на горлышко бутылки, не совсем понимаю, как это должно быть, но вот как-нибудь вот так вот сделаем. Дальше нам нужен уксус. Мы тоже наливаем в бутылку. Изначально можно было подкрасить воду пищевым красителем, чтобы был цветной эффект, но я не нашла его у себя дома. Дальше добавляем соду. Ох. Такой вот интересный эффект получается. У нас собственный вулкан. Можно было разукрасить бутылочку. Вот, очень классно. Вот такая она практичная домашняя химия, без учебников и формул. Теперь я, кажется, не только телеведущий, но еще и шоумен. Да и вы тоже. Настя Бурмистрова, Руслан Бигбаев, специально для Горы новостей. Не знал, Настя, что ты диванный химик. Продолжим удивлять и удивляться. И раз уж речь зашла о праздничных блюдах, то наверняка у многих Новый год ассоциируется с салатом оливье. Оказывается, что знаменитое блюдо связано с кулинаром 19 века, по фамилии которого он был назван Люсьеном Оливье. Салат, конечно, очень далек от того, что сегодня мы готовим на Новый год. Наверное, тогда просто таких продуктов не было. Главное отличие – это ланспик. Ланспик – это застывший куриный или птичий бульон, порезанный на мелкие кубики и замешанный в салат. Были там и раковые шейки, и икра, даже и каперсы, не говоря о том, что готовился он не с курицей, не с докторской колбасой, а с рябчиками. Мне уже на слух наш салат кажется привлекательнее, чем его предшественник. Преображение рецепта оливье случилось в 1939 году. Российский шеф-повар сделал похожий салат. Тогда он назывался майонез и дичи. Примерно в этом виде салат оливье дошел до нас, изменившись лишь в том, что вместо курицы туда начали класть докторскую колбасу. А вас я научу делать маленькие елочки с секретом. Берем лист бумаги зеленого цвета, делаем такие треугольнички, 3 или 4 штучки. У нас получились вот такие вот 3 треугольничка, которые надо положить от самого большого к среднему и потом к маленькому. Делаем вот такой вот белый треугольник, который мы можем приклеить к верхнему или к нижнему треугольничку. Делаем вот так, чтобы можно было написать какой-нибудь секрет или поздравление. Я возьму вот такие вот белые стразы, чтобы можно было сделать новогодние шарики. Я еще возьму розовый, чтобы было красиво. И получается вот такая вот елочка. На другой стороне можно написать карандашом либо маркером какое-нибудь поздравление. С Новым годом! Такая вот елка у нас получается, которую можно повесить на большую елочку. Вот что у нас получается. С Новым годом! А на сегодня все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Арина Буря И Реваль Сулейманов. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Всем с Новым Новым годом!